Всем привет, с вами снова Первый дубль, я Анастасия Казакова, и по вашим многочисленным просьбам наш сегодняшний гость Тулай Стручков. Привет, Всем Тулай. привет. Ну что, Тулай, как у тебя дела? Отлично. Просто замечательно. У меня сессия, у меня все замечательно. Ну, сессия, конечно, это отдельный вопрос, там у меня просто капец, а так в основном все хорошо. Бедный студент. Ну ничего, крепись мы за тебя. Ну что, давай, поехали, короче. Давай, расскажи о себе, откуда ты приехал, где ты учишься и так далее. Да, во-первых, меня зовут Тулай, 2Л. Для многих, которые не знают. Это те, кто пропустил наш первый кусок? Да. Я родом из Верхоянского улуса, поселок Батагай. Получается, там вырос, там родился, и все 11 лет там учился. Сюда я поступил в Московский государственный горный, ныне уже МИСИС. У нас объединили наш университет, я 3-й курс, учусь на горного инженера. Да. Приезжай в Амикон, там как раз нужны работники. Подумай. Так мне многие места звали. Ну, понятно. Слушай, вот как на тебя отразилось вот это объединение вузов? На самом деле, потому что просто, там вот были такие ситуации, когда очень многие жаловались, какие-то факультеты закрыли и так далее. Как это на тебя отразилось? Во-первых, я был в шоке, конечно, из-за объединения. Просто много слухов было из-за того, что там отчисление студентов, там много таких факторов, влияющих на того, что типа нас вообще отчислят и нас отправят, там, не знаю, куда-нибудь обратно домой, вот. И мне было как бы немного страшно, но все-таки я потом подумал, да не, вряд ли. И успокоился. Как кот на картинке. Да ладно, да не, фигня все. Да, вот, что-то типа того, да. Просто переосмыслил того, что не имеет права. И такой я буду жаловаться в международный Гаагский трибунал. Просто я успокоил себя этим. И дальше учился. Хорошо. А почему именно на горного инженера? Просто захотелось. Да, так и есть на самом деле. Просто вот приходишь и смотришь специальности. Так, Макшедер, звучит классно. Пойду туда. Не, серьезно, так и было. Ну и вторым фактором, то, что повлияло на меня, это то, что моя двоюродная сестра училась на этой же специальности. Вот она мне вкратце там рассказала, что надо делать, что да как. Я такой, это по мне. Надо туда. Окей. Ну, слушай, давай, поехали дальше. Вот помимо двоюродной сестры, кто у тебя еще есть? Здесь, в Москве? Нет, вообще из родных. Братья, сестры? Да, на семье 4. 4? Да, 4. Охренеть! Я самый младший в семье. У меня 2 старших брата и старшая сестра. Чем занимается? Они все уже давно закончили, сейчас работают. В разных сферах на самом деле. Честно, я как бы спрашивал, но каждый раз забывал. Честно, забывал, кем они работают. Вообще у меня с памятью проблема. Что-то с памятью моей стало. Да, я работаю над этим, чтобы все запоминать. Мне тоже, кстати, частенько спрашивают: Настя, где твоя сестра работает? Без понятия, кем, что, как. У некоторых такое бывает. А какая у вас разница в возрасте? 5 лет. Самый младший получается. 5 лет, так никакая большая разница. 8 с самым старшим. Да. Тоже, в принципе, не 8 лет, да. Там не очень большая разница. Успели твои родители. Да, нормально. Поговорим тогда о твоем пристрастии к танцам. Расскажи, как появилась вот эта твоя страсть, как ты вообще начал танцевать? С какого возраста вообще танцуешь? С возраста, с детского сада на самом-то деле. Просто у меня, как в детстве, я видел всякие видео, там бывают на кассетах, там, например, даже боевики те же самые, когда они сальто делают, там, вертушки. Это же боевое. Да, но для меня это было типа вау, это надо повторить. А ты Болливуд не смотрел? А ты Болливуд с индийскими танцами не смотрел? Нет. Я твой отец, я твой сын, давай потанцуем. Слава богу, я этого не видел. А то я бы сейчас такой
Да. Участвовал в туярами? Это было бы слишком. Ну так вот, получается, разные видео смотрел, пытался повторить. Ну и также у меня была просто страсть слушать музыку. В основном эта музыка повлияла к танцам. Какая? Какая? Разная. Я меломан, так что я слушаю то, что мне нравится. Например, под разную песню. Если она спокойная, я двигаюсь спокойно. Если она быстрая, типа как рок, я там пам-пам-пам. А если death metal? Ну, там я вообще убиваю себя, там просто туда-сюда прыгаю. По стенке. Да, все зависит от музыки. Какая музыка. То есть, если я сейчас тебе включу death metal, ты что-нибудь мне симпровизируешь? Да, если ты мне спокойную музыку, не знаю, там, типа Моцарта, то я буду... Мы сейчас потом в конце интервью сделаем такую импровизацию. Я буду тебе включать разную музыку, и ты будешь под нее импровизировать. Ну, можно. Да. У меня преимущество, конечно, роковое, так что придется себе очень жестко импровизировать. Да. Ну, хорошо. И что дальше? Ну, в основном, когда я серьезно начал заниматься танцами, это было в 10 классе, что ли. Нет, даже в 11 в начале, когда мы... Вот, получается, я тогда уже занимался как 4,5, 5, скажем, да, грубо говоря, брейк-дансом, чисто вот именно этим. Вот тогда я с другом мы вместе начинали танцевать, и вот тогда мне пришло осознание того, что для меня это не просто уже как бы, это уже не так, бывает же такой типа, в выходные иду на тренировки, потанцевал, хоп, все, понедельник, все, я уже школьник, который учится. Нет, это я этим жил, я постоянно. Когда я шел в школу, когда возвращался, слушал музыку, уже представлял, хотелось танцевать. Когда засыпал, я уже придумал там какую-то нереальную фишку, там встать на голову, потом подняться на руку и там развернуть свое тело и сделать тройное сальто. Как ты это придумал? Ты же все равно, наверное, какие-то видеоролики смотрел, это же не с бухты-барахты на тебя. Ну да, на самом деле. Сначала идет база, получается. Ты осваиваешь азы. Как? Азы. Смотришь видео, обучаешься. Делишься опытом. Видео. Да, есть обучающие видео. Тогда к нам приезжал Иван Степанов. Иван Степанов также из команды Якутск. Все его знают, те, кто именно в танце. Я его не знаю. Прости, Степа, или как его? Ваня. Прости, Ваня, я тебя не знаю. Да, вот. И получается, он нам показал азы, базу именно. Тогда к нам он приезжал в Батагай, мы его позвали. Он нам дал мастер-класс, и тогда мы начали развиваться именно в плане брейка, в плане развития, всяких вот аз, как мы узнали. Азов. Да, азов. Как именно правильно двигаться, как правильно именно делать какие-то элементы. Ну и что? А ты, кстати, еще мне рассказывал, что ты открывал даже какую-то свою школу хореографическую, или это какой-то кружок? Да, получается. Вот когда именно в Батагае тоже школьные годы, когда мы занимались, многие дети, когда видели, как мы выступаем, они такие, вау, чувак, научи меня. Мы такие, да без проблем, приходи к нам. Сначала это просто люди приходили, мы делились опытом. Детей все стало больше и больше, и нам пришла идея, давайте школу откроем. Бесплатная школа, будем заниматься, заодно преподавание, опыт. Мы такие, ладно, давай. Расписались, поговорили там с начальством, нам дали помещение, мы пошли и начали учить детей. И вот, главное на самом деле это желание. Когда люди приходят же танцевать, у них же есть какая-то цель. В основном это же как бы показать себя там, скажем, в кругах, через знакомых, там, на дискотеке, также в клубах. Это все идет от того, что ты, допустим, выступаешь на публике, и сразу все такие, вау, как круто, и ты заряжаешься этой энергией зала. То есть, если бы не было зала, ты бы как бы, так, чисто там уже про себя в ванной пританцовывал бы, да? Да нет, думаю, на самом деле. Не знаю, вот если представить ситуацию, что бы со мной было, если бы не было брейка, не знаю. Скорее всего, я стал бы задротом. Да, я это точно знаю, что я играл бы в контру, в доту, был бы прыщавым, таким толстым чуваком, который сейчас бы сидел бы такой, ты знаешь, что такое дота, мид там, или вот что-то типа такого было. Но, вот. Если бы ты был бы задротом, я бы тебя бы вообще бы не знала. Да, меня бы вообще мало кто знал бы, на самом деле. Вон отсюда!
Хорошо, слушай, а вот тогда такой вот прям встречный вопрос. А почему ты связал именно с горной инженерией? Почему ты не пошел, допустим, именно в танцевальную школу? Да, вот здесь именно играет роль того, что в плане будущего. В плане будущего. Например, в плане танца я подумал для себя, да, чего я могу достичь. Смогу ли я в будущем прокормить свою семью и содержать себя. Я подумал, что... Нет, есть такая вероятность, конечно. Но, да, как бы, но мало вероятность. И я решил, что лучше пойду туда, где хорошо платят. Окей, хорошо. Давай теперь поговорим о якутской тусовке. Сейчас вот в последнее время как раз вот вся молодежь тебя обсуждает, там в послушно тебе тоже, там вот тулай, вот прямо тебе. Нет, да, тебя нет послушно, ты очень много теряешь на самом деле. Ты бы сидел бы и краснел бы, какой я хороший. Слушай, вот скажи, я у тебя тоже 3 года уже как знаю, да? Вот, я помню, что ты в якутской тусовке не стал сразу проявляться. То есть, по-моему, ты же начал вообще активно себя вести, наверное, курсы со 2-го, да, как бы даже, да. Даже вот половине. Да, вот ну, буквально 1-1.5 назад. Вот чем это объясняется? Где ты раньше вообще был? Первый семестр, как все, в первом курсе. Я пришел в смысле того, надо учиться. Первый семестр, когда я приехал, я даже, не танцевал даже. Я в основном учился. Я в основном реально приходил на пары, старался записывать, старался понимать. Как все перваки. Старался учиться. А вот после первого семестра, как я закрыл сессию, я такой... Халява. Халява. Пойду танцевать. Пойду любимым делом заниматься. Да. Я хочу в ту. Но у меня такая мысль. Надо как-то разнообразить жизнь, потому что тогда, когда первый семестр, это вообще тоска была. И как итог у тебя сейчас завал на сессии. Да, да, возможно, это и есть причина на самом деле. Почему? Ну ладно, это уже потом. Это я как-нибудь сам решу для себя. Приходи на экзамен, станцуем брейк-данс. Так вот, потом, почему я потом себя провел? Тем, что, не знаю, во-первых, то, что я когда пришел сюда, интересного для себя ничего не нашел на самом-то деле. В плане, я же как танцор, и думал в плане того, чтобы там танцы, что-нибудь типа того. Не было такого. Потом, когда я пошел на собрание, я тогда узнал еще, многие разные там кружки, скажем, твой же вокал. Тогда я... Ко мне ты, между прочим, так и не пришел. Да, пару раз ходил, но потом... Вообще не приходил. Да. Вот тогда на собрании я тогда выявил новый же кружок Make Yourself. Да. Когда Нагена Попова и Коля Ховер. Ховер, точнее. Да. Все его знают как Ховер, да. Ховер Пауэр. И вот я тогда только начал к ним ходить. И тогда я начал только дружить со всеми, скажем так, земляками, да. Ага. И тогда я решил для себя, почему бы не создать команду или вообще. Вообще, по идее, не создать команду, а как бы тусоваться вместе. Вместе проводить время, вместе там заниматься чем-нибудь, да. И вот тогда Айсен Васильев, да, и Анастасия Елисеева организовали команду. Нынешнюю, которая в YD. На самом деле, да, вот они основатели. Я помню, они еще на созвездии выступали, у них маски, по-моему, были, да? Да? Да, было в общем какое-то созвездие. Это самое первое, да, тогда. Да, был конкурс, и там они выступали в масках. Я помню, это еще было здесь, зал был не отремонтирован, то есть там... да, полный зал был. Да, полный зал. Да, я помню, там я стоял, там вообще просто, да, я еще с моим низким ростом, я там вообще просто каждый раз прыгал, смотрел, такой, Зеленел от зависти. Не, я тогда участвовал на созвездии, в первом курсе. Я тогда, получается, Данандер и Саша Захарова. Мы тогда выступали. Мы вроде лауреат первой степени зовут, я не помню. Вроде да. Лауреат первой степени. Ага, вот. И потом уже, получается, да, в конце первого курса
тогда организовалась команда YD, тогда назывались Эльбис. Те, кто помнит, да, Эльбис назывались. Ну и потом уже в процессе это стало была такая волна, когда все коллективы назывались якутскими именами. Да, а потом уже Эльбис, Тетим, Сайдам и так далее, и так далее. А потом уже... Вот, получается, в прошлом году, когда на созвездии, мы такие подумали... Нет, получается, вот когда позапрошлый, да, созвездие, мы тогда назывались Эльбис. Потом к нам Джида подошел, во время награждения, и он сказал, что Эльбис это на самом деле плохое название, это как переводится, типа как воинственный, жажда. Воинственный. Но это плохое, в общем, да. И мы тогда подумали, Не называйте своих детей Эльбис, если не хотите получить второго Гитлера. Ну так вот, мы решили, надо название поменять. И долго не думая такой, YD. Почему YD? Якутиan Dancers. Звучит клево, YD. Не, я помню, ты еще мне писал, типа, мне нужно придумать название. Вы, кстати, вы не быстро думали, вы, наверное, месяц. Ну да, на самом деле. Я помню, вот мы сидели... ты меня поймала, да, на самом деле мы немножко долго даже думали. Я помню, даже мы как-то... В итоге мы так. То ли мы переписывались там с несколькими людьми. Вот этот, нет, вот этот, нет, вот это, херня, вот это, нет, нет. А потом что-то вы туда... Нет, я-то помню. А потом я помню, что мы тогда якутские названия как-то перебирали. Да. Не подходит, там еще что-то какие-то, опа. Звучит как-то не так, не солидно. Или так, типа, прикольно, но слишком долго. Да, и потом и тогда потом вы даже сказали, что типа давайте возьмем какое-нибудь английское слово. Тра-т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 а. И тут нет, не то. А потом что-то в один прекрасный момент, хоп, Якутиan Dancers. Да. Хорошо, ты вот сейчас, значит, организовал, значит, свою тусовку, да, и так далее, и так далее. Как это перешло в разряд преподавания? Ты же, по сути дела, здесь преподаешь же? Практически, да. Это как бы, да, одновременно и преподавание, так же, как... Или то есть вы вместе собираетесь, вместе смотрите какие-то ролики и вместе же сами учитесь, да? Да, мы делимся кто постановщик опытом. Я, Айлина и Айлина Кардашевская. Также в основном вся команда. Просто, например, я ставлю азы, базу, так же, как и Айлина ставит базу. Мы или смотрим какое-то видео, одновременно, скажем так, смотрим постановку, хореографию, кто где стоит, придумываем, представляем, берем музыку, прослушиваем ее идеально, в какой момент, что надо сделать, кто-то так-то. А в какой-то момент надо поменяться местами. То есть все танцы вы организовываете вместе, придумываете? Да, вместе. Каждый раз, например, мы придумаем так-то, кто-то предлагает такое, давайте сделаем так. Мы прислушаемся, да, давайте так, сделаем так. Стараемся все думать в одном направлении, именно сделать шоу, танцевальное шоу, так, чтобы это понравилось. Да. Всем людям понравилось. Хорошо, почему у вас нет такого разнообразия? Потому что я вот смотрю, когда было именно первое созвездие, у вас был один танец, потом пошел концерт, опять тот же танец, третий концерт, опять тот же танец. Вот когда уже была нынешняя Туярома, вы опять тот же танец, там еще в начале и в конце вы добавили какие-то два куска. Да. У вас, только тупо трек увеличивается. Да, сам танец очень долгий становится. Здесь, знаешь, вот... Почему не придумать кардинально новый танец? Понимаешь, расширять например, вот в чем вопрос. Нужны тренировки. Здесь, в ПП, у нас выходные только тренировки, но этого мало, на самом деле. Чтобы придумать танец, номер, скажем, номер, шоу, это очень долго. Это очень долго занимает времени. Также сначала это время придумать, время повторить, и время уже ее менять, постоянно повторение. Это очень много времени занимает. Вот сейчас, допустим, тепло, можете в парках там заниматься где-нибудь. Да, но сейчас у всех же сессии, так что у всех времени. Весной, когда только-только теплеет. Да, но мы привыкли я подумаю, здесь... надо. Мы привыкли здесь в ПП заниматься, да. Там, не знаю, в общаге у кого-нибудь, там, в тех же кустах. Мы в Горлом занимаемся. В Горлом, да. Когда у нас там сроки поджимают, когда мы там получается, типа, скоро созвездие, или там, Туярома, пошли в город тренироваться, пошли. Встретились там, отрепетировали, потренировались, и по домам, и так каждый день бывает. Вот. Но обычно это все делается, когда вы соврал. Да. Как обычно. Да, на самом деле, как обычно,
наверное, такой менталитет российский, когда типа такой, когда именно приходит момент пика, в тот момент ты только начинаешь. И все решается кувалдой и русским матом. Да, вот чисто так, как бы, именно все в последний момент делается. Ну, это по-разному бывает. Да. Ну, смотри, когда мы можем ожидать нечто кардинально новое? В следующем году. В следующем году. Да. То есть у вас будет совершенно новый танец? Да. Я тебя беру на слове, вы тоже берете его на слове. Он поставит кардинально новый танец. Мы постараемся поставить новое шоу, так, чтобы всем понравилось. Кстати, по поводу шоу. Ты мне, кстати, высказывал такую идею, что ты хочешь сделать нечто грандиозное. То есть не просто какой-то танец, а какую-то прямо постановку. Да, есть такие идеи, есть планы, и даже, надеюсь, в будущем это реализовать. Во-первых, то, что именно есть в YD, да? У меня также есть много очень знакомых танцоров здесь, в Москве. Они также занимаются разными стилями. Я сам тоже занимаюсь. Я не чисто вот брейк-данс, я стараюсь именно брать по кусочку отсюда и впитывать. Лишнее там отсеивать. То, что мне полезно, я беру себе именно. И стараюсь придумать именно такое шоу, чтобы всем понравилось. Ну, имеется в виду не всем, как бы это сказать, такого типа «Вау! Что это было?» Кстати, вот такое же было, по-моему, где на благотворительном концерте, когда ты сделал свой сольный номер. Со шляпами? Со шляпами, да, ну вообще, слушай, шикарный был номер. Ага, да, на самом деле, это когда я в общагу шел, после учебы слушал музыку, такой... Нашел шляпу? Не. Одел шляпу, вау! Просто слушал музыку и думал, типа, вот, что людям нравится. И вот тогда как раз я, когда плейлист свой услышал песню «Инкуля, битака», и такой, типа, блин, вот это круто. Вот это, типа, люди все знают. Это люди все знают. Ага, ладно. Потом начал думать дальше, типа, мне нравится эта песня, и это. Как их можно совместить? Начал перебирать идеи. Потом придумал такую, вспомнил так, получается, что есть определенный такой, знаешь, стиль танца, например. Стиль танца брейк-данс, локинг, паппинг, бальный, там также и балет, там разные. И на каждом разном стиле есть своя шляпа. Майкл Джексон тоже, у него есть своя шляпа, брейки, кепка. Не обязательно, конечно, но в основном как приветствуется. Если человек одевает кепку, ты же сразу такой хип-хоппер или хопчик, там, МС. Вот это сразу видно. И вот то же самое. Я подумал такой, почему бы и не использовать шляпу? Каждый разный стиль. На самом деле я хотел этот номер давно реализовать, давно станцевать, но тогда я, получается, вот эти стили не умел. Я плохо умел танцевать. И даже сейчас очень... Он прибедняется. Очень плохо танцует. Все артисты прибедняются. Да ладно, на самом деле нет предела. Нет предела совершенства, да, нет предела совершенства. Смотрим видео, как мы выступили. Ага, здесь надо поменять, здесь надо здесь надо улыбнуться, здесь надо стать вот так красиво. Ага, все. В следующий раз приходишь на тренировку, именно вот тренировка для этого, чтобы ты приходишь и оттачиваешь. Именно оттачиваешь. Приходишь, например, я так не очень плохо сделал. Пойду на тренировку. Отрабатываешь часами мастерство, часами отрабатывается ты. Вот какие элементы, которые я делаю, это я трачу на них вообще месяца, чтобы их делать вообще, не знаю. Вот. И то у меня, они даже сейчас коряво получаются. Вот. Но на голове ты хорошо крутишься. Нет, не на голове, ты вот как-то вот вертушками. Это хорошо получается. Вообще скажи, вот в танце самый трудный элемент какой? Самый трудный элемент? Да, Нет, это очень спорно. Хорошо, для тебя самый трудный элемент какой? Сейчас самый трудный элемент это, наверное, скорее всего, балет или бальные танцы. На самом деле, я еще ни разу не видела, чтобы ты танцевал бальные танцы. Вот, потому что я не умею. Я бы очень хотел бы научиться, да. Хорошо, травмы у вас бывают на уроках? Здесь нет. У меня травмы были. Например, очень серьезно. Например, у меня трещина в кости. На ноге, получается. В колене? Да, в колене именно. Это именно вот когда я танцевал,
брейк-данс. Я сделал свою самую глубочайшую ошибку, я не разомнулся. Я без разминки, просто такой, типа, сейчас сделаю, хоп, начал, я тогда элемент изучал, и очень сильно ударился коленом. И тогда я даже целый месяц не мог ходить. Я месяцем на костылях просто, да, прихрамывал. На самом деле было очень, ужасно. Просто весь месяц я должен был работать, а я, получается, травму получил. Весь месяц ходил и ничего не делал, просто валялся как амеба. И тогда я потом приехал, получается, я тогда целый месяц был на поле, работал, получил там. Через месяц я приехал в Батагай, пошел в больницу, сделал снимок, мне такие, типа, пацан, да у тебя трещина. Я такой, нифига себе. Все, езжай в Якутск, там будешь появляться дальше. Поехал в Якутск, сделал снимок. Там же сделали мне МРТ, оказывается, то, что у меня еще трещина, и внутри этой трещины образовался, типа, как синяк, типа, как опухоль. И тогда мне вообще все запретили делать. Мне поставили диагноз. Кстати, я забыл название диагноза. Да, у меня плохая память, еще раз повторяю. Так вот, получается, мне поставили диагноз, что мне вообще все запретили. Армия, физкультура, все мне запретили. Явно и танцевать мне запретили. Меня это не остановило. Я такой подумал для себя. Черт. А пошло оно все. Да, можно и так сказать. Пошло оно все. Просто любимым делом, это же любимое дело. Чем еще заниматься-то? Главное относиться ответственно к своему делу. Именно. То есть я, например, занимаюсь, я всегда должен перед тренировкой делать разминку. Не делаю разминку, получаю травму, все, больше не хожу и больше ничего не могу делать. Потом в депрессию впадаю. И вот. Просто главное к любому делу относиться, даже к учебе, даже, не знаю, что ты изучаешь. Хочешь играть на гитаре, относись к этому ответственно. Хочешь учиться, относись к этому ответственно. Не знаю, даже когда например, на турслет вы идете, относитесь к этому ответственно. То есть думайте о том, что там может произойти. Там может клопы, там всякие разные. Или вы можете, когда зорницу будете играть, там, не знаю, не дай бог упадете, конечно. То, что именно упадете, травмируете себя. Да, все надо ответственно относиться. Кстати, в Подмосковье вроде бы энцефалитных клещей нету. Так что... Так вот. Yeah. Окей, хорошо. Слушай, я тут посмотрела твою страничку, да, ВКонтакте. Я смотрю, там у тебя, конечно, есть всякие там танцы, музыка и так далее, но у тебя там еще очень много, там, типа... что-то связано... 20 шагов успеха. Да, типа там с успехом, брейн-ринг, там, брейн-этак, вот это вот, да. Вот что это такое? Зачем это тебе? Развиваться. Всю жизнь я развиваюсь не только физически, это, то есть, там, отжимаюсь и как тупой качок. Да. Также интеллектуально. Я читаю всякие разные статьи, читаю книжки, смотрю фильмы какие-нибудь там, типа... Discovery, там, всякие разные такие, Animal Planet, там, разные. Впитываю в себя информацию, потому что без информации ты, не знаю, в мире пропадешь. Ты амеба. Да. То же самое сейчас, как ВКонтакте, всякие разные статьи же бывают, там, типа, 20 успехов. На самом деле это нет, просто я читаю это как мотивация, и как, если, например, там какая-то мне необходимая информация есть, я это читаю и оставляю себе заметки. Мне надо прочитать «Войну и мир» сейчас. Точнее, мне надо прочитать «Войну и мир». Мне нужна мотивация. Все, я читаю «Войну и мир». Кстати, ты сейчас что читаешь? Сейчас «Идиот». Да ладно? Да, Достоевского. «Идиот». Ой, как здорово. Очень сложно на самом деле. Я до этого читал Ремарка, разные такие персонажи. Их легко читать, легко. А вот когда перешел на русскую литературу, там просто, сейчас, до этого было сложно, сейчас более-менее я уже читается, уже начинаю понимать, уже бывают там такие сложные слова, там просто, что это? Ладно, дальше читаем, неважно, там, дальше читаем, вот.
Ага. Ну, кстати, да, вот это же есть прямо такое кардинальное отличие между иностранной литературой и русской. То, что иностранная литература, она описывает в основном эмоции, да, там, не знаю, взять вот как бы яркий пример, это какие-то там, не знаю, «Сумерки», не «Сумерки», что ли, да, то есть ты там читаешь, там несколько томов, это тупо эмоции. Она заплакала, там у нее в сердце что-то треснуло, трещина чувствует то-то, это что-то чувствует еще что-то. А в русской литературе, в классической, там же совсем другое. То есть там вот пролетел ветер, да, и они описывают природу, как эта природа влияет на людей. Это вот... Да, ты верно заметила, на самом деле. Это, ну, русская литература, вот именно этим и отличается. Широкая русская душа. Да. Вот. Я читаю сейчас вот так глубоко мысли сразу впадаю просто. Вот как читаю, такой типа, блин. Вот, сразу переосмысляешь свою жизнь, да? Да, вот именно мысли. А ты можешь, допустим, сказать, что литература, она тоже тебя обучает? То есть она тебя мотивирует? Она... Да, естественно, конечно. Сразу скажу, что да. Читайте книжки, совет Тулая. Да, читайте книжки. На самом деле читать книжки – это полезно всегда. А не читать тупые посты ВКонтакте, извините за выражение, это совсем... Ну да, потому что ВКонтакте это же все-таки там информация сжата по самой не могу, и поэтому ты читаешь... Ты даже там ложная информация бывает, всякие там... поэтому у тебя какие-то поверхностные просто знания или даже неправильно, не знаю, как ты правильно ответил. Ну, также у меня, например, на стенке есть такой типа вот... Ну, я недавно прочитал такой и сразу к себе к стенке, как на заметку. Там есть, например, про Великую Отечественную есть, да, а также есть о том, что вот, например, пишут же, вот сейчас ВКонтакте там, Моцарт написал «Реквием по мечте», по фильму «Реквием по мечте». Что? Это же глупость. Или также, например, высказывание того, что ученик, ну, Эйнштейн, да, разговаривает с профессором, там, типа, о религии, Бога, типа, с помощью вот физики. Это на самом деле очень глупо. Между прочим, даже Дарвин, он в самом конце отказался от своей теории эволюции, потому что он сказал, все, я верю в Бога, это все, забудьте все мои труды. Да, а мне казалось, что его сожгли. Да. Окей, значит, на чем остановились? Ага, ну, в общем, да, мы, плавно переходим к концу. Вот теперь самый просто интригующий вопрос, вопросы из зала. Есть ли у тебя девушка? Нет, у меня нет девушки. Почему? Сколько тебе лет? Мне 21, у меня нет девушки. Не знаю, почему у меня нет девушки. Я алкоголик. Я сам не знаю. Не знаю, но на самом деле, первое, это то, что я очень много тренируюсь. У меня просто, Ну, можно же найти девушку, которая тоже там будет тренироваться. Типа, вместе со мной тренироваться будет, да? Или поддерживает твои взгляды. Да. Можно, на самом деле, но я еще пока не нашел ее. А так в основном я тренируюсь постоянно, и у меня... Ну хорошо, объект симпатии какой-нибудь есть у тебя? Кто-нибудь тебе нравится вообще? Ну да, есть, да, на самом деле. 1, 2, 3. Ну там... Но она вообще в Якутске, что, да, 2 или 3? Ах ты бабник! Да не хочу я отвечать на это. Вообще все, Не, я не бабник, на самом деле. Я просто не хочу отвечать на этот вопрос. Это сугубо лично. Окей, no comment. Все, одинаковые. Никто не Это мое личное, я не хочу отвечать. Никто, между прочим, еще вот не отвечал прямо на все наши вот такие поставленные вопросы, да? Ай-яй-яй, какие вы все. Ладно, не суть. Хорошо. Ну, все равно, тебе сейчас 21, недалеко уже 30. Да, недалеко. Недалеко. Почти близко. Да, ну слушай, вот когда у тебя будет... У тебя же все равно будет семья. Ты же не будешь женат на работе, да, грубо говоря. Вот. Ну, какой у тебя будет критерий твоей избранницы? Ну, там, не знаю, не истерить, не ревновать, готовить борщ, готовить котлеты, там, ждать тебя с работы. Ну, как у всех, наверное, да. Как у всех. Какой твой идеал вообще? Идеал? Это очень надо долго перечислять, и на самом деле же идеала не существует, и по идее мне... Для тебя. Ну, даже так, имеется в виду вот то, что вот смотри, у меня сегодня идеал такой, завтра идеал будет совсем другой. И послезавтра вообще будет совсем другой. Просто я веду к тому, что когда я познакомлюсь с девушкой, да,
Ну, узнаю ее, это будет уже идеал. Ну, зная ее, какая Хорошо, она вы будет. поженитесь, и тут оказывается, что, блин, она, оказывается, вязать не умеет. Это же вообще плохо. Что, развод, что ли? Нет. Научим. Хотя, но не я буду учить ее, конечно. Крючок 0,5, садись, сейчас будем тебя учить. Там, вот так. Вот так. Ну, почему бы просто найти девушку, и потом из нее уже идеально будет. Вылепим. Да. Не может, поможем, не хочет заставить. Окей, хорошо. Ну, то есть, как бы сейчас у тебя вообще ни лыком, ни звуком, ни хаком, да? Ну, как бы есть какой-то объект симпатии просто. Да, есть объект симпатии. Ага. Ну, хорошо. Ну, окей, ладно. Скажи что-нибудь нашим зрителям. Девушкам, которым ты только что сердце разбил. Я не хотел, во-первых. Феминистки сейчас просто негодуют. Что я хотел бы пожелать? Всем удачно закрыть сессию на 5,4, но в основном лучше было бы на 5, чтобы все сдали. А те, кто пишет диплом, пишите скорее и сдавайте все на 5. Скоро, между прочим. Да, уже скоро диплом. Так что и всем хорошего настроения. А вообще что-нибудь от себя, что-нибудь там, не знаю, наставление, поручение какое-нибудь там. Не просто про сессию, а вообще. Это Москва. Берите от Москвы все, что можно. Потому что здесь очень много возможностей. Пользуйтесь, ходите в музеи, ходите на выставки, ходите, не знаю, куда душа, куда вы хотите. Идите и получайте. Развивайтесь. Да, развивайтесь, веселитесь. Короче, Москва тебе нравится? Да. Да, просто да. Всем мир. Окей, отлично. Всем мир. Ну что, теперь импровизация обещанная. Да, можно. Поехали. Ра-да-да-да-да.